последнее. Позвольте, хочу уточнить у коллеги, который, ну, если Да, у меня просто, Аркадий, может быть, у меня не вопрос. будет слова. Насколько я понимаю, у вас сегодня, безусловно, эксклюзив в интервью, потому что за прошлое интервью Аркадий просил $50 000. То есть вы тот самый телеканал, который заплатил? А Аркадий, мы платили за эфир, он вообще сотрудник телеканала АТР. То есть, Слава Богу. Да. Просто на всякий случай уточняю. Ну, Да. мало ли. Не, ну, Интересно. хороший вопрос. Я Хочу понять, думаю, что мы во Аркадий... что вам обошелся этот эксклюзив? Неявку на работу или вам пришлось заплатить? Не, Аркадий жив вообще. Слава Богу. Да, Аркадий, Мы да, очень рады. Да. Аркадий, ну ответь Светлане, вот откуда список и... Не, ну про список это я отвечаю, а он... ну ладно. Хорошо, ну, наверняка спрашивают, почему тебя нет... Категорически поддерживаю. Я категорически поддерживаю и жду от тебя, Ленур, $50 000. Я совсем не откажусь сейчас. Я позволю Открывай ему почтовый работать. ящик, я тебя отправлю. Мне процент. Процент. Видишь, сейчас, короче говоря, пошли проценты. Это было бы все смешно, и можно было стебаться, но... Скажите, а можно задать Аркадию Да, вопрос? конечно, да, пожалуйста. У меня два вопроса. Я прошу прощения, просто я стеснялась вам звонить, а вдруг денег попросится. Поэтому решила на всякий случай уточнить. Два вопроса. Первый. Обязательно было ехать в морг? И зачем это было делать? И второго... Да. И второй Да, вопрос. давайте Как вы думаете, почему вас нету в том списке, который мы опубликовали? Давайте так, смотрите. Вот ко мне пришли люди и сказали, надо провести спецоперацию. Я сказал, окей, ребята, давайте. Вы СБУшники, вы боретесь с контртерроризмом, наверное, вам лучше знать, как это делать. После этого я не задаю никаких вопросов. Меня СБУ не учит, как мне писать тексты, я не учу СБУ, как им проводить спецоперацию. Инсценировка была полной. До самого начала и до самого конца. Была проведена гигантская работа. В морг надо было ехать, потому что даже в морге были журналисты и съемочная группа, кстати говоря, опять же, телеканала АТР. Она меня там видела и об этом написала, что меня привезли в морг. Чтобы не было утечки информации. Я не знаю, надо было делать, не надо было это делать. Не знаю, что была проделана гигантская работа, и действительно утечки информации не было. Это первое. Второе, значит, что... Смотрите, про сам список я мало знаю, да, потому что, конечно, Василий Клицак ко мне не приходит с ежеутренним докладом и не докладывает мне, поэтому мне про сам список сказать нечего, там люди работают, я думаю, потом все будет уже понятно. Я бы хотел сказать о другом. Вы знаете, мы всем мусолим этот список, но, на мой взгляд, этот список второстепенен. Кстати, что меня нет в этом списке, это вполне понятно, потому что все, меня убили, что мне в этот список относить, зачем он нужен, да? Сначала, кстати, эти фамилии, сначала было озвучено вообще всего 2 фамилии, и в том числе эта спецоперация проводилась и для того, чтобы узнать все остальные, они в конце концов узнаны, да? Потому что вначале фамилии-то не назывались. Прошу прощения, но... Вы знаете, вот мы все крутимся вокруг этого списка, но, на мой взгляд, есть вещи гораздо более важные. Да? Вот смотрите, давайте поговорим о том, что сейчас на данный момент известно из открытых источников. Да? Герман на суде заявил, что есть в России некий пивоварник, есть некий фонд Путина, от которого ему пришли какие-то заказы на дестабилизацию. Вчера в эфире Громадского у Ирины Ромалийской адвокат Германа сказал о том, о чем он завтра будет говорить на апелляции. Да? Что он говорит, что от пивоварника от этого поступали заказы на дестабилизацию в Украине, на дестабилизацию обстановки в Украине, на то, чтобы найти каких-то людей, бывших атошников, чтобы они из гранатометов стреляли раз в месяц по автомобилям патрульной полиции. Да, это говорит адвокат Германа. Это все было вчера в интервью, это из открытых источников. Да? Прокурор Луценко заявляет, что есть еще один человек, которому они хотят выдвинуть подозрение. И это некий технический организатор, да, который подчинялся не Герману, а, видимо, уже пивоварнику напрямую. То есть мы с вами логически можем выстроить цепочку. Опять же, адвокат Германа вчера говорил, что действительно завозы оружия были, что были закладки. Он говорит, что это все было под контролем контрразведки, но факт остается фактом. То есть оружие завозится, деньги завозятся, люди ищутся. Еще один какой-то человек, как минимум, видимо, один, да, насколько можно понять генерального прокурора, еще находится на свободе.
И люди работают, и действительно мы видим, что люди действительно работают, что по факту оружие есть, деньги есть, по факту убийства как минимум одного журналиста уже было оплачено. Вот в этой ситуации, вы знаете, как там список составлен, какие в нем фамилии, как они коррелируют друг с другом, на мой взгляд, это уже не суть важно. Вот мне сейчас гораздо интересней вот эта вот действительно цепочка, которая идет из России, которая, видимо, действительно на самом деле идет. Мне кажется, вот это гораздо важнее. Да, спасибо, Аркадий. Спасибо.